мне просто самой интересно, что вы возобновили свою деятельность, да, сейчас как рентген-хирург. Вот вернуться спустя столько времени, все-таки вы занимались работой чиновничьей, сейчас это не трудно, как руки помнят? Как будто никогда не останавливал. Поэтому нет никаких этих затруднений. Я все-таки же периодически за рубежом или здесь изредка заходил на операцию и так долго не оставался. Ну как-то мы с вами говорили, да? Что вам ближе? Работа министра или работа рентген-хирурга, основная своя специальность вообще? Вот, какой-то выбор, сравнение было сделано за эти годы? Нет, потому что, понимаете, за многие годы, кроме инвазивного кардиолога, я и занимался организаторским непосредственно как руководитель, и для меня и тот, и другой был параллельный. Я бы не сказал бы, если я больше был бы руководителем, оставить инвазивную кардиологию. Потому что как-то был руководящий должность, для меня была возможность осуществления своих мечт, целей в жизни. Поэтому то, что хотелось, чтобы мог это управлять, сделать, претворять в жизнь. Поэтому одно другому это не мешало. Вот вернулись, спустя сколько лет вернулись вы? Сколько лет вы были в Минздраве на таких организационных работах? В общей сложности с 2015 года, сказать, я резко замедлил вот, свое рабочее время или внимание на инвазивную кардиологию, но я от него не уходил, потому что все оставили свое свободное время и читал, если есть возможность, и за рубежом со своими друзьями или в других больницах, в Джалабаде, в Аше, я был внутри этой системы. Но по долгу службы я не смог афишировать свое занятие непосредственно. Это и так это по-другому толковалось и идет по сей день. Когда вы приехали сюда, в Кыргызстан, какие были у нас условия вот, в ангиографии, да, вот, в рентгенографии? Они улучшились за эти годы? Естественно, понимаете, если даже могу сказать, это кардиология, современная кардиология, и в том числе и инвазивная кардиология, неврорадиология уже нашли свое место в Кыргызстане. Могу даже сказать, на юге коечный фонд этих частных кардиологических или частных клиник больше, чем в государственных учреждениях. И я бы сказал, даже в некоторых клиниках лучше, чем намного государственных. Но находить место в сложившейся системе современной кардиологии было сложно, но есть над чем еще работать, чтобы быть лучше. Потому что другого выхода нет, потому что те страны, которые когда 100% не сможет обеспечить, лучше активно привлекать этот частный сектор или клиник, независимо от формы собственности, при этом соблюдая все каноны медицины, независимо от формы собственности. И перед законом, и перед пациентом, и перед государством. Это должно быть кредо. Время, оно предъявляет какие-то новые требования к характеру кардиолога, интервенционного кардиолога? Несомненно. Понимаете, я каждый день почему-то, вот, когда приходят пациенты из разных центров, вижу одно. Пациент напуган, как будто если его не прооперируют, если ему не поставят стенд или что, какую-то процедуру, как будто он умрет. Понимаете? Это неправильно, потому что от нашей беседы, узнавая всю правду о своей болезни,
пациент не должен психологически подавлен. У него должна быть, если даже денег на эти вещи не хватает, надежда жить с лекарствами. Поэтому это и есть требование времени. Когда новая технология достаточно дорогой, да, кардиостимуляторы, стенды современные, последнего типа этих форм или продукция, или мини-инвазивная операция. Ну, их же совершенствуется. Всем хотелось бы, если операция, чтобы максимально с меньшими травмами, психологическими и хирургическими, получить необходимую помощь. Но при этом это, несомненно, понимаете, определяет цены. И пациент выбирает возможность по карману. Ну, получается, что, вы знаете, получается, что доктор, врач, он должен быть сегодня больше психологом, да? В нем должно быть больше человечности. Нет, врач должен быть обычным нормальным человеком, кроме врача. Представьте себе, вот бывают разные диагнозы, бывают плохие диагнозы. От того, что мы сообщили, наконец-то нашли вот такое, да, но при этом мы должны подсказать пути решения его вопроса. Врач может сказать, а какая разница? Я сказал, пусть он решает. Так ведь? Но есть возможность решения, вот особенно когда только с инфарктом приходит, есть разные подходы. Но в основном, когда с инфарктом максимально первые 6 часов, современный кардиолог должен сделать то, чтобы это в течение 6 часов у пациента были решены все вопросы со здоровьем. Это не просто так, понимаете, знание чего-то, его организовать. Представьте, больной поступил с инфарктом. Ангиографию сделали. Ему нужно аортокоронарное шунтирование. Времени нет, мало. При этом врач может уйти от ответственности, ну вот сами решаете, да? А время идет. А они, родственники, пациент напуган. Его надо быстро сориентировать, поймите, обращайтесь туда-то, обращайтесь туда-то, обращайтесь туда-то. Или лечитесь у нас. Но конечное решение за пациентом. Пациент должен на 3 вопроса сам отвечать при операции. Оперироваться или нет? Если оперироваться, где? Если где, у кого? Если есть возможность выбора. Поэтому вот это 3 вопроса должен решить сам пациент без родственников. А врач должен нам оказать помощь. Иногда результат коронарографии скажешь, пока он подумает, время пройдет, но каждую минуту, вот это в течение 6 часов, некротический очаг миокарда будет расширяться, возможность возникновения разных осложнений велика. Поэтому за этот ответственный период эта способность, умение убеждать пациента в правильный путь лечения, это стоит дорого, и над этим надо учиться. По вашим наблюдениям, сегодня доступ к услугам интервенционной кардиологии открыт для всех кыргызстанцев? Открыт для всех, но возможность не у всех. Доступность есть, возможность ограничена. Как можем решать этот вопрос? Это только полная страховая медицина. Я помню время, когда у нас одна ангиографическая установка была, да, в Кыргызстане. Да. Сегодня же как-то эта ситуация изменилась? Уже 13. Только в Ваше 9. Понимаете, на юге 9. Даже Хадамджа есть. Помните, мы ездили? Учхурхан. Но эта цель, наверное, будет, у них все это желание продолжается. Но за эти годы многое произошло в Кыргызстане и вообще в мире. И поэтому инвесторы местные, зарубежные, как-то
переориентировались на инвестицию в медицину. Но я думаю, сейчас, хотим или не хотим, новые технологии растет, появляется новая продукция и новые методы диагностики. Естественно, пациент всегда, если есть возможность, захочет получить самую качественную, самую современную медицинскую услуги. Это его желание. А обеспечить это возможно, это политика здравоохранения. Поэтому Говоря да, о политике. да, политика. Это поэтому и есть такое понимание в мире. Политическое понимание медицины или проблем общественного здравоохранения на высшем политическом уровне. Это вопрос касается наших политиков, политической партии. Сколько мы не говорили на конференциях, выступлениях, что это больше 50% населения Кыргызстана умирает от сердечно-сосудистой системы, не изменится, если мы не поменяем систему оказания медицинских услуг. Это одна часть. Страховая медицина. Вторая – подготовка современных кадров. И по качеству, и по количеству, и по форме, и по содержанию. Одно слово скажу. В мире, кроме постсоветских пространств, нет ни одной страны, где готовится кардиолог меньше 5 лет. А в Англии 11 лет. Разница в том, государство обязано готовить кадров для себя любым путем. Но по методу контрактов это никогда не получится. Достаточно амбициозная такая программа, какая-то кластерная. Да, кластерная, потому что если нужно здоровье. Представьте, мы говорим, первое место занимает смертность сердечно-сосудистой. Его надо решить. Решить два вопроса. Это, во-первых, с одной стороны, то, что государство должно сделать. Некоторые показатели общественного здравоохранения зависят от благосостояния страны, людей, в частности, конкретных пациентов, так ведь? Кто болеет, страдает. Это как раз отражается на смертности. Смертность – это основной показатель уровня общественного здравоохранения. Второй пункт – подготовка кадров. Для оказания качественной медицинской услуги должен быть готовый врач, владеющий всеми методами современной кардиологии. Не только диагностировать и лечить. Третий этап. Первый есть, второй есть. Обеспечение лекарством и медицинскими изделиями. Вот последняя ситуация глобальной политики, да, вот скажем, да, даже крупные державные страны начали ощущать недостаточно поставки лекарственных средств и медизделий. Почему? Потому что многие даже лекарства производятся в разных странах, и субстанции находятся в разных странах. И вот с прошлого года, да, вот с начала года, даже в Казахстан, ну, официально это говорят, через Каспий затруднено поступление грузов, в том числе лекарственных средств. Они пытаются закупать лекарственные средства через Турцию. Поэтому привычные пути поставок медицинским изделиям и лекарственными средствами, они уже изменились. Естественно, мы должны измениться, соответственно, правилами и изменением времени. Это есть требование времени. Вот вы для себя еще какие планы для себя наметили за свою профессиональную деятельность, которая вам еще предстоит? Ну, мне очень хотелось бы убедить своих коллег, особенно кардиологов, всех наших уважаемых, которые, как и мне, и им не безразлична судьба
кардиологическую службу и уровень оказания медицинских услуг нашим пациентам и обеспечение лекарственными средствами и медицинским изделием, без которых быть не может быть кардиологическая служба. И нам надо вот, по второй части, по подготовке, хотя бы изменить систему и приблизиться по форме содержания подготовки это кардиологов с современным стандартом. Это будет большое продвижение. Второе, хотелось бы, чтобы это не американские, такие общепринятые стандарты кардиологических центров. Чтобы, понимаете, как если захотел, купил это со второго рук аппарат и назвал какой-то клинику 500 квадратных или 1000 квадратных метров, несколько друзей кардиологическим центрам. Ответственность, независимо от формы собственности, должна быть одинаковым, и правила оказания услуг должен быть то же самое. И чем? Третий, понимаете, который всю жизнь надо работать, где бы ни был, при первой возможности, не как политик, а как врач, проводить работу с политиками в доступном им языке, а значение названных проблем для решения на их уровне, на высшем уровне. Потому что наши политики высшего уровня не понимают механизмы решения. Их это озвучивание наших проблем будет только поверхностным. Он всегда будет это для решения недостаточным. Поэтому они, если будут максимально знать о нашей проблеме, о механизмах решения вопросов, это легче будет. Поэтому надо неустанная работа с политиками.